Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Страны Центральной Азии обсудили водные вопросы на конференции в Ашхабаде. В северном регионе Туркменистана готовятся ввести в эксплуатацию новый жилой массив. Группа конных игр «Галканыш» готовит новый трюк, не имеющий аналогов в мире, и другие новости. В Ашхабаде состоялась региональная конференция стран Центральной Азии по водохозяйственным вопросам, приуроченная ко Дню защиты земли. Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта по водным ресурсам и окружающей среде. В конференции участвовали представители водохозяйственной отрасли, министерств, ведомств и научно-исследовательских организаций Туркменистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, а также делегаты международных структур. В Дашогузском вилаяте Туркменистана близится к завершению строительство первого этапа нового жилого комплекса вдоль автотрассы в международный аэропорт. Десятки многоквартирных домов с просторными квартирами готовы к эксплуатации, а также построены школа и детский сад. Проложены километры инженерных сетей, автодорог и тротуаров. По завершении строительства комплекс будет состоять из 70 четырехэтажных домов общей вместимостью 1496 квартир. Группа национальных конных игр «Галканыш» регулярно работает над новыми номерами, стремясь удивить публику и достичь рекордов. Сейчас группа сосредоточена на трюке по прохождению под 2 лошадьми на полном скаку, что станет первым подобным трюком в мировой цирковой практике. Сложность трюка заключается в высокой скорости ахалцикинских коней. В 2025 году новый круизный лайнер «Владимир Жириновский» начнет ходить по маршрутам, объединяющим 5 прикаспийских государств – Туркменистан, Россию, Азербайджан, Иран и Казахстан. Четырехпалубное судно, строительство которого ведется на астраханском заводе «Лотос», будет введено в эксплуатацию в 2024 году. В следующем году ожидается, что лайнер полноценно задействует в круизах по Волге и Каспийскому морю. В Ашхабаде в эти дни проходит важный семинар, объединивший представителей Национального общества Красного полумесяца Туркменистана и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца. Программа мероприятия предусматривает ряд тематических сессий, первая из которых посвящена презентации программы денежно-ваучерной помощи как инструмента эффективного реагирования на кризисные ситуации. Участники также ознакомятся с передовым опытом разработки соответствующих планов действий национальными обществами Красного Креста и Красного полумесяца в других странах. Город Туркменабад-Лебабского вилаята стал местом проведения очередного заседания совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. В мероприятии приняли участие руководители и представители профильных государственных структур двух соседних стран. Отметив позитивную динамику взаимоотношений по приоритетным направлениям, стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивных связей в области сельского хозяйства и водного хозяйства. Особое внимание было уделено рациональному и бережному использованию водных ресурсов. В Измире житель придумал оригинальный способ отомстить своей бывшей девушке. Он оформил 50 отдельных заказов из разных ресторанов города с доставкой на ее адрес и оплатой при получении. Парень, чье имя не разглашается, долго переживал расставание с возлюбленной. Он купил множество телефонных номеров и с каждого из них оформил заказ еды на дом с доставкой по адресу своей бывшей. Несчастным курьерам, прибывшим на один адрес, пришлось столкнуться с разочарованием. Девушка либо не отвечала на звонки, либо просто не открывала дверь. В столице Киргизстана в честь 146-летия города состоялось открытие первого в мире памятника букве «И». 29-я буква русского алфавита увековечена в монументе, установленном в парке Энтемак. Инициатором создания арт-объекта выступила российская газета, а мэрия Бишкека с энтузиазмом поддержала эту идею. По задумке авторов, монумент станет не просто украшением парка, но и интерактивным источником информации о Киргизстане. QR-код, размещенный на нем, позволит любопытным посетителям узнать базовые сведения об истории страны, ее культуре, географии, а также ознакомиться с кратким русско-киргизским словарем. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария сыграла в ничью с Реалом. Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счетом 2-2. В составе хозяев поля голы забили Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дублем отличился Винисиус. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде. В другом полуфинале сегодня сыграют французские ПСЖ и немецкая Боруссия.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Действующим победителем турнира является Манчестер Сити. Настольный теннис с каждым годом набирает все большую популярность в Туркменистане. В этом году поклонники этого вида спорта по всей стране отметили Всемирный день настольного тенниса. В Ашхабаде прошло большое праздничное мероприятие. В нем приняли участие 60 юных воспитанников секций и 10 тренеров. Председатель Федерации настольного тенниса Туркменистана Агамурат Алназаров с удовлетворением отметил растущий интерес к этому виду спорта среди молодежи страны, выразив надежду на его дальнейшее развитие. Все участники получили памятные подарки и дипломы. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.